Какой твой дом мечты? Но поскольку до 17 лет, практически осознанный возраст, я жил в частном доме, в частном секторе, не в квартире, то, наверное, мой идеал дома – это как раз такой частный дом с прекрасным двором, на свежем воздухе, не в квартире вот этом муравейнике. К сожалению, в Москве таких возможностей нет, жить в частном секторе. Наверное, больше туда. Не какой-то там шикарный пентхаус, несколькоэтажный, комфортный, уютный, и чтобы хватало места там и поработать, и отдохнуть. В общем, без излишеств. Какой твой дом мечты? Может быть, ты уже в нем живешь или только планируешь его приобрести? Вы прям по адресу подошли, потому что я очень сильно мечтаю о своем загородном доме. К сожалению, его пока нет. Он даже не строится, нет фундамента. Я мечтаю о доме очень таком крепком, чтобы был большой участок, где я сажала бы помидоры, огурцы, закатывала банки, это очень важно. Может быть, это старость, просто очень уже рядышком где-то. Но главное, я его четко представляю, какой он. И, девчонки, вы тоже, если вы это будете визуализировать, то есть если вы представляете, как дом выглядит, из какого материала, какой у вас участок, что на нем выросло, что стоит, у вас обязательно это сбудется. Поэтому уже сейчас начинайте прорисовывать, что вы хотите. И это должны быть именно ваши желания, а не что-то кто-то вам посоветовал, порекомендовал. Думайте всегда, что вы хотите, ваши желания. Какой дом твоей мечты? Большая квартира в центре Москвы с спальней, большим залом, несколькими туалетами, с хорошей крутой ванной, кабинет личный, комната для прослушивания винила в районе чистых прудов. Вот это я называю хата мечты. То есть ты не рассматриваешь загородную жизнь? Нет, честно, нет. Как же тишина, простор, огромный дом? Если это надо будет, можно просто съездить, снять, отдохнуть и приехать. На постоянке, мне это было бы скучно. Хорошо, а ты будешь устраивать встречи татар у себя в квартире на прудах? Я куплю еще одну, чтобы это делать. Еще не построил план, как заработать ее? Пока все думается. Туда-сюда, и все готово. Найти богатую невесту не рассматриваешь? Нет. Сам заработаешь? Конечно. Все правильно. То какой у тебя дом мечты? Это частный дом, большой такой, со своим внутренним двориком, с библиотекой личной. Пока я так вижу. Он светлый, просторный, и в нем много животных. Коты точно. Дом мечты. Да, действительно интересная тема. Я по большей части максималист, и поэтому, у нас просто, я учусь в Франкиксе, построили новую общагу, «Восьмерка». Она такая более минималистичная, но я задумался, перевелся бы ли я туда, я ответил бы нет, потому что мне больше все равно нравится какой-то максимализм, когда очень много всяких вещей, картин. Кстати, тут очень классно, мне здесь очень нравится, много всяких статуэток. В целом мне просто нравится история, и когда все заполнено какими-то значимыми вещами, для меня это очень круто. Конкретно интерьер, он такой максималистический, а сам дом я бы хотел бы деревянный, я бы хотел бы уехать потом, после Москвы, как молодость, как карьеру построить, как много заработаю, вернуться к себе на родину и построить какой-нибудь дом деревянный, такой хорошенький, приятный. То есть для тебя идеальный дом – это дом за городом, не в городе квартира? Да, я, конечно, я желаю пожить в Москве длительное время, но все-таки я знаю, что я вернусь обратно, и да. А откуда ты? Я Пермский край, село Барда. Это татарско-башкирское село с весьма богатой историей, которую я изучил. Я ездил на каникулах, прям что-то углубился в эту тему, и с дедушкой очень много общались по поводу истории нашего села. Круто, спасибо. А расскажешь нам про свой дом мечты? Дом мечты? Я хочу на берегу моря желательно, очень хочу на море. Большой дом, маленький, уютный? Я хочу именно загородный дом,
там, ну, двухэтажный, ну, такой, и большой, и уютный, вот, но не прям большой, чтобы было очень много комнат, ну, такой милый, уютный, домашний. А что обязательно должно быть в твоем доме? Обязательно, я думаю, это гардеробная своя личная. Да. Вот. Несколько комнат, может быть, ванна, комната с джакузи. Скажи, пожалуйста, какой у тебя дом мечты? Трехэтажный дом. Я хочу большой участок, чтобы там растить овощи, фрукты, то есть свое собственное хозяйство, чуть-чуть курочек и, наверное, отдельный гостевой дом, чтобы, если кто-то ко мне приезжал, у меня будут всегда гости, они смогли там поселиться. Круто. А это будет Подмосковье или где-то в другом месте? Я хочу близко к Москве. Буду стараться к этому идти. То есть ты не городской житель, в Москве жить ты не хочешь, это где-то должно быть за пределами? Нет, я хочу близко к Москве, чтобы было удобно до нее добираться, но так мне больше привлекает жизнь за городом, можно так сказать, чем в столице. А что обязательно должно быть в твоем доме? Что, без чего ты не представляешь свой идеальный дом? Кухня, большая кухня. А животные будут у тебя дома? Конечно. Кошечки. Собачки? Собачки нет. Только кошечки. Какой в твоем представлении дом мечты? Где он находится? На самом деле у меня нет такого представления, как дом мечты, потому что самое главное для меня — это семья и люди, которые меня окружают. Как говорится, знаете, есть такое, что нету по факту в этом мире какого-то определенного дома, есть то место, в котором тебе комфортно, и рядом с тобой находятся те люди, которых ты любишь и которые любят тебя. И ты для них готов делать все. Сделать так, чтобы им было комфортно, они готовы сделать, чтобы тебе было комфортно. И по факту это может быть любое место на Земле. Это может быть, там, не знаю, Москва, это может быть Санкт-Петербург, еще что-то. Ну, это не имеет вообще никакого смысла на самом деле. Главное лишь люди, которые рядом с тобой, и то, что ты их любишь, они любят тебя. И ты ради них делаешь комфорт. Ну, а какая там квартира будет, это уже второстепенно на самом деле. Главное, что она есть. Главное, что у вас есть крыша над головой, еда, вода. Все это даровано Всевышним. Вы должны быть благодарными. Это я благодарен Аллаху за это, что у меня есть возможность. Какой у тебя дом мечты? Уютное какое-то место за городом, обязательно подальше от города, конечно же, чтобы природа была, там, свежий воздух. Семья. Москва? Не Москва? Где-то в другой? Но я так скажу. У меня в Уфе за городом у родителей есть дом, в деревне у отца, откуда он родом, тоже есть дом. Ну, то есть у меня отец построил и там, и там. Но я бы хотел, конечно, здесь где-нибудь тоже построить в будущем. Но для этого нужна семья. Тогда будет стимул, тогда будет мотивация. Но одному я бы не хотел жить там в каком-то большом доме без семьи, скажем так. А ты будет в Москве, в Московской области или где-то в другом месте? Скорее всего, либо в моем родном регионе, в Пермском крае, либо как получится. Твой идеальный город не Москва? С точки зрения проживания, наверное, такого комфортного, это либо Подмосковье, какие-то экологически чистые районы, опять тут тоже проблем много, а с точки зрения карьерных перспектив это Москва. И вот такая вот дилемма возникает, и не можешь решить, что тебе нужно вообще. Загородный дом будет в Подмосковье или где-то в другом месте? Ну, так как я из Республики Башкортостан родом, естественно, даже если я живу в Москве, в идеале мне хотелось бы сразу 2 участка, потому что, понятно, за городом в Москве, но душа всегда будет тянуть еще и в Башкирию, где родные леса и поля, где башкирский мед, где родственников много. Это очень важно, собирать всех родственников, чтобы у них была возможность приехать в твой дом. Вот эти вот большие столы с семьей собираться, это очень важно и ценно для меня, поэтому хотелось бы, конечно, 2 участка. А где Башкирия? Салаватский район, курорт Янгантау. Приезжайте. У тебя будет огромный участок, где будешь ты сажать помидорки и огурцы, или такого не будет? Может быть, может и нет, но сложно сказать. Но я к этому приучен, конечно, ну, так как я татарин, так как и дедушки, бабушки были там и так далее, там, да, и отец деревенский, в принципе. Поэтому картошку там посадить это можно, почему нет?